сейчас в блогосфере все мы знаем, все мы видим, что шквал, цунами антиабхазской риторики, нарратива, пропаганды, просто из Грузии идущие. Сейчас появилось много роликов, профессионально сделанных с помощью искусственного интеллекта на хорошем русском языке, очень много роликов, историческую тему, кто такие абхазы, откуда они взялись. Многие темы, которые, значит, абсолютно умаляют, нивелируют роль Абхаза вообще в своей собственной истории. Это, конечно, типичная вещь для грузинской политической культуры, я давно это заметил, лишение имени. Вот они не абхазы, а абсуйцы. Да? Это все на русском языке. Частично на английском языке, но на русском языке. И почему? И поэтому возникает вопрос, в чем причина. Ясно, что это системная работа. Ясно, что она оплачивается, что она финансируется, и неплохо финансируется. И ясно, что у нее далеко идущие цели. Ну, там много целей может быть. Они воздействуют на ресурс помощи Абхазии, поддержки Абхазии. Это Россия и Северный Кавказ, да, часть России. Вот их целевая аудитория это российское общество и Северный Кавказ. Для того, чтобы посеять, сделать максимальный ущерб нашим отношениям, в общем, для того, чтобы лишить нас поддержки. Это все имеет стратегическое значение, это все небезопасно, и здесь нам не нужно быть беспечными такими и думать, что все это ни о чем. Это все очень даже о чем, и все это может сыграть роль негативную в дальнейших событиях. У нас есть сейчас группа, которая, мы сегодня у президента были по этому же вопросу, и до этого нашли полную поддержку, полное понимание, что необходимо обязательно делать. Мы не можем быть беспечными на фоне такой идеологической накачки населения, и не только грузинского, но и русскоязычного, да, и северокавказского, допустим, на них тоже распространяется эта информация. Если посмотреть на эти сайты или ролики, да, которые я цитирую, грузинские, количество просмотров 80 тысяч, 70 тысяч, 60 тысяч, очень много людей их смотрят. А нашего контента почти нету, но очень мало. И поэтому нужно обязательно, это вопрос национальной безопасности, нужно обязательно им заняться. Я с вами полностью согласен. И надеемся, сейчас попытаемся что-то сделать. В соцсетях многие просто люди обычно пишут, что а где же наш ответ, а где же мы, понимаете, ощущается, что большой наплыв есть, а ответа такого адекватного нет. Это, мне кажется, общее такое. Поэтому я считаю, что мы пока проигрываем. Но это временное отступление. Не грузинские, а абхазские багратиды. Вот и все. Ясно дело, что в этом государстве абхазы тоже играли определенную роль. Ведь Низар Тамар своего сына назвала Лаша. Да, абхазским именем. Ведь Низар Тамар своего сына назвала Лаша. Да, абхазским именем. Потому что абхазы... На канале Роганели мы уже разоблачали ложь абхазского историка Дениса Гопи о том, что Лаша, второе имя царевича Георгия, сына царицы Тамары, будто является абхазским абсуйским именем. Мы представили достоверную этимологию имени Лаша и объяснили абхазской аудитории, что означает грузинское имя Лаша на грузинском языке. После просмотра нашего разоблачительного видео, многие абхазы осознали, что до этого они находились в плену фальсифицированной историографии и искренне верили в нарратив сепаратистов, которые убеждали их в лжи об абхазском происхождении грузинского имени Лаша. ქართული სილამაზე ქართული ზარსული ქართული სული სულ შემართული ცოლა და სიცოცხლე